На канале Абхазского телевидения вы смотрите информационный выпуск Камши-Кушара. Здравствуйте. Валерий Бганба назначен главой правительства Абхазии. Соответствующий указ подписал президент Рауль Хаджимба. Теперь в установленном законном порядке премьер-министр должен представить предложение по структуре и персональному составу Кабинета министров Республики Абхазия. Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа и Минобороны Абхазии приступили к проведению совместного батальонного тактического учения в горах и на морском побережье, в ходе которого на полигонах Сабал и Нагвало отрабатывают ведение общевойскового боя в наступлении и обороне, совершение внезапных тактических маневров, преодоление зон радиоактивного, химического и биологического заражения. Кроме того, личный состав Вооруженных сил России и Абхазии выполнит маневренную оборону береговой линии республики от морского десанта условного противника, создание фортификационных сооружений вдоль берега, маскировку боевых машин и нанесение огневого поражения наступающим надводным средством условного противника. Всего в тактическом учении принимают участие от 1000 военнослужащих, задействовано около 150 единиц военной техники и специальной техники, в том числе танки и бронетранспортеры. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа. Открытая лекция, посвященная жизни и деятельности известного абхазского ученого Арвилода Куправа, состоялась в Агу. Арвилод Куправа занимался исследованием истории советского периода в Абхазии. Его также интересовала тема национальной культуры родного народа. Под соавторством Арвилода Эрастовича было издано множество полезных и информативных трудов исторической направленности. Амелия Бисмарк продолжит тему. Открытая лекция должна была состояться с участием ее главного героя – Арвилода Куправа. Однако судьба распорядилась так, что ученый ушел из жизни за несколько дней до намечавшихся мероприятий по случаю его 95-летнего юбилея. Коллеги выдающегося историка решили не отменять встречу и провести ее в память о товарище. Сегодня 14 октября – это его день рождения. К сожалению, лекция, которая была запланирована в честь него, нам приходится проводить в памяти Арвилода Эрастовича, потому что он буквально 5 дней тому назад ушел от нас. Арвилод Куправа был одним из опытнейших историков республики. Долгое время он занимался исследованием советского периода. Под его соавторством было издано и опубликовано большое количество научных трудов. С самого начала своей деятельности занимался советским периодом. Его руководитель Зураб Вернович Анчабадзе сказал о том, что нет у нас специалистов по советскому периоду, и он стал таким известным аграрником, есть такой термин в науке, известным ученым по советскому периоду. Он издал большое количество, около 40 монографий, посвященных именно этому периоду. В последнее время Куправа все больше интересовала тема традиционной культуры абхазов. Доклад, посвященный жизни и деятельности ученого, на открытой лекции представил доктор исторических наук Валерий Бегуа. Ушел от нас профессор Абхазского государственного университета, одновременно воспитывавший у молодого поколения лучшие черты национальных и общечеловеческих ценностей, таком и носителем которых был он сам. Он оставил еще более весомое наследие историческому абхазоведению, сотни научных исследований, выполненных на базе подлинного архивного материала и личного профессионализма. Был заслуженным работником культуры Абхазии, заслуженным деятелем науки Абхазии, заслуженным работником Высшей школы Абхазии, был награжден рядом почетных грамот высших органов власти республики. Ученый внес неоценимый вклад в развитие высшей исторической школы Абхазии. Под его руководством было написано множество научных работ различной направленности. Арвилод Куправа не обделял своим вниманием и учителей. Арвилод Эрастович Куправа способствовал организации преподавания истории Абхазии в средних учебных заведениях республики. Усердно поддерживал учителей школ, которые по своей инициативе делали первые шаги в этом направлении. Помогал им в составлении программ, консультировал их, давал советы, а на курсах Института совершенствования учителей он читал лекции по различным вопросам
предмета. На лекции присутствовал сын ученого. Тенгиз Куправа поблагодарил коллектив Абхазского государственного университета за организацию мероприятия, а присутствующих студентов за внимание. Историк – это, конечно, человек объективный. Вы являетесь работниками идеологического фронта. Это очень важно. Сегодня, конечно, ваши старшие преподаватели на этом фронте, да, ну когда-то и вам предстоит. Но чтобы достойно двигать науку и вообще историю, нужно быть очень образованным человеком. Философ и друг семьи Куправа Георгий Зильфов также решил посетить памятную встречу. Он даже озвучил стихотворное произведение, которое написал в тот самый момент, когда услышал о смерти Арвелода Ирастовича. Тому, кто верит, я знаю в мире, что бытует. Жизнь не закончится сейчас. Хранитель ангелов дарует свой мир для каждого из нас. Он по трудам земным оценит весь путь, отметивший земной, и дверь откроет тем, кто верит, своей собственной рукой. Многие ученые несправедливо обделяют вниманием советскую эпоху. Что касается Абхазии, то именно в этом периоде таится огромный пласт информации для потенциальных исследований. Он умер. И вы представляете, целое направление ушло. Пожалуйста, я хочу, чтобы кто-то из вас тоже занялся этим периодом, потому что с ним ушло целое направление. И давайте как-то восстановим. До сих пор нет определенного понятия относительно того, что позволяет человеку достичь успеха на профессиональном поприще. Однако, рассматривая пример Арвелода Ирастовича Куправа, нельзя не отметить, что здесь не на последнем месте стоит любовь к своему делу. Подтверждением этому служит и тот факт, что, будучи в возрасте без малого 95 лет, историк продолжал плодотворно работать. Бисмарк, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение. В торгово-промышленной палате Абхазии состоялась встреча президента Тамила Мерцхулава с делегацией из Турции, возглавляемой Тахиром Узбен Лейпа, председателем клуба дружбы города Анкара. Платформа клубов дружбы Турции – это некоммерческая организация, членами которой являются чиновники и бизнесмены с кавказскими корнями, проживающие в Турции. В рамках встречи обсуждались вопросы дальнейшего развития дружественных и торгово-экономических взаимоотношений между Абхазией и Турцией, а также возможность взаимовыгодного сотрудничества. 14 октября православные всего мира отмечают праздник Покрова Пресвятой Богородицы. В этот день верующие вспоминают чудесное явление Божией Матери в Константинополе и спасение города в 1910 году. В честь великого праздника в Сухумском кафедральном соборе состоялась божественная литургия, на которой побывали и наши корреспонденты. Репортаж Алики Трапш. Праздник Покрова Пресвятой Богородицы – один из самых важных и почитаемых в христианстве. Его история берет начало с вторжения киевского князя Аскольда в Византию в 910 году. В те годы подобные набеги несли смерть и разрушение, поэтому обреченные жители Константинополя стали молиться Богородице о защите и спасении. И чудо произошло. Согласно преданию, святому Андрею во Влахеринском храме ночью было видение. Пресвятая Богородица, озаренная небесным светом и в окружении ангелов и святых, парила в воздухе. Она с остальными верующими молилась Господу и плакала, прося о защите для горожан. После молитвы Богородица сняла с головы покрывало и распростерла его над молящимися в храме людьми, знаменуя этим подаваемую ею всему христианскому миру защиту от видимых и невидимых врагов. Спасенный город уверовал в силу молитвы, а киевский князь со своим войском, шокированный происходящим, уверовал в Бога и принял христианство. Сам праздник символизирует защиту, которая дает искренняя молитва. Бог создавал нас для любви друг к другу, но необходимо послушание. Но вот это отсутствие нашего послушания, оно приводит нас ко всяким катаклизмам. И в это время Матерь Божия, она всегда ходатайит рода человеческого, и мы обращаемся к ней: Пресвятая Богородица, спаси нас. И вот этот день
она во всех местах, все народы, все государства получали ее заступничество. А в нашей стране и наш народ, наше государство имело множество таких определенных случаев, когда Матерь Божия посещала нас. Это Пицунда, это Бзыпта, это Анакопия. Богородица услышит всех тех, кто усердно молится ей, и она обязательно все передаст Сыну Своему, Господу нашему Иисусу Христу. И ежегодно в праздник Покрова Пресвятой Богородицы православные Абхазии и паломники идут в храмы на праздничные богослужения. Люди молятся Богородице о здравии и защите от невзгод. Поздравляю весь абхазский многонациональный народ с большим праздником Покрова Пресвятой Богородицы. И желаю всем здоровья, благополучия, достатка и мира на нашей земле. Мы сюда приехали как паломники из Беларуси, издалека. И Матушка Божия нам очень помогла. Мы вообще немного нездоровы, трудно ходить. Совершили мы наше паломничество и в Каманы. Побыли и у святого Симонова Канонита, в Лыхнах. Поэтому очень благодарны Божьей Матери, Господу. Поэтому пришли сюда поблагодарить. Поздравляем с праздником. Всем здоровья душевного и телесного желаем. Все богородичные праздники мы обязательно ходим. И Благовещение, и Рождество Пресвятой Богородицы, и сейчас вот Покров. Как каждому православному хочется в первую очередь спасения души пожелать. Ведь, в принципе, в храм-то мы ходим для этого, для того, чтобы помочь душе своей спастись. Покров Пресвятой Богородицы является символом веры и защиты каждого просящего. Считается, что Дева Мария помогает избавиться страждущим от бед и разочарований, обрести веру в себя и Всевышнего. Алика Трапш, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение. В минувшие выходные делегация Министерства по курортам и туризму Республики Абхазия во главе с заместителем министра Астамуром Барцыц приняла участие в крупнейшем образовательно-туристическом фестивале «Локация Юг», который проходил в Краснодаре. Организаторами фестиваля являются Министерство образования, науки и молодежной политики и Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края. Кроме того, фестиваль прошел при поддержке депутатов Государственной Думы Российской Федерации. Как рассказал нам Астамур Барцыц, такой масштабный форум – это отличная возможность представить Абхазию как туристическую страну, перенять и поделиться опытом. По словам замминистра, фестиваль предложил участникам множество различных дискуссионных площадок. Основной упор был сделан на обсуждение вопросов, связанных с повышением квалификации людей, работающих в туристической сфере. 6-й международный арт-пленэр «Краски осени Абхазии-2019» начнет свою работу 17 октября в Абхазском государственном университете. Откроет пленэр научная конференция на тему «Современное искусство. Проблемы методологии». В рамках мероприятия участники посетят живописные места республики и постараются передать всю красоту природы Абхазии в своих работах. Итоги арт-пленэра будут подведены на выставке, которая пройдет в Центральном выставочном зале Сухума 24 октября. Обо всем подробно расскажет Сария Кварацхелия. Международный арт-пленэр «Краски осени Абхазии» проходит уже 6-й год подряд. В этом году в нем примут участие более 17 профессиональных художников из России и Израиля, а также преподаватели и студенты отделения искусств Абхазского государственного университета и Сухумской художественной школы. Основной целью арт-пленэра является поддержка и популяризация изобразительного искусства. И, конечно же, обмен опытом. С каждым годом границы проекта расширяются. К примеру, в этом году заявки на участие поступили даже из Новой Зеландии, Нидерландов и Таиланда. Учредители организации этого арт-пленэра является международное объединение художников «Арт». В эту организацию уже вошли наши коллеги и друзья из Российской Федерации. Уже организация составляет более 60 человек, а из них более 20 человек – это наши зарубежные гости. Но среди них имя известного Академии художеств Российской Федерации, народный художник Северной Осетии Алания, это Бедоев Шалва Евгеньевич. Для нас это гордость. Также в эту организацию входит почетный профессор уже Абхазского государственного университета, профессор Чебоксарского университета
Данилов Анатолий Васильевич. И многие наши коллеги из Новосибирска, Перми, Барнаула, Санкт-Петербурга. География очень широкая. Программа пленэра не будет отличаться от предыдущих. Его важная составляющая – научная конференция, на которой будут представлены и обсуждены доклады на различные темы. На следующий день участники пленэра посетят Новый Афон, а затем и Ритинский национальный парк. Планируется и выезд в Восточную Абхазию. Восточная Абхазия мы осваиваем. Один выезд будет в Мокский храм X века. Это очень интересное место. Мы впервые в этом году посещаем. В прошлом году мы были в Ведийском храме. Это было зрелищно для гостей особенно и для наших студентов. Итоговая выставка работ, которые будут выполнены в рамках 6-го международного арт-пленэра «Краски осени Абхазии-2019», пройдет в Центральном выставочном зале Сухума. Каждый участник оставляет по 2 работы, и это очень для нас такая поддержка, потому что мы собираем коллекцию, хорошую коллекцию мы уже набрали. И из этой коллекции мы часть отдаем картинной галерее Абхазии. Ну, работ 10 мы уже передали, я думаю, мы еще наберем. Так что эта коллекция будет бесценная. Впереди у участников проекта много интересного и познавательного. Их ждут экскурсии по живописным местам Абхазии, мастер-классы от именитых художников и, конечно же, новые работы. Сария Гварацхеля, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. Впервые воспитанники детской студии Русского театра драмы имени Фазиля Искандера представили на суд зрителей спектакль «Муха-цокотуха» по мотивам сказки Корнея Чуковского. По словам режиссера-постановщика Джамбула Жарданя, в детской театральной студии 17 детей. Юные артисты занимаются уже более 8 месяцев по 3 раза в неделю по 6 дисциплинам: актерское мастерство, сценическая речь, пластика. Если раньше студия проводила только закрытые показы для родителей и родных, то на сей раз было решено показать широкому кругу зрителей, чему научили здесь детей. Ну, на самом деле это простая история, всем известная. Просто в нашей интерпретации это такая детская история, где дружба все-таки важнее, чем маленький эгоизм, чем пренебрежение. Мы вот эту часть, наверное, попытались выявить в этом произведении. Комарик из изгоя превращается в героя. Вот как бы вот такая маленькая история в детской получилась, такая шоу-драма, наверное, кто как называет. На самом деле это просто веселый детский спектакль, красивый, на наш взгляд. В Сухуме завершился международный турнир по мини-футболу среди инвалидов-ампутантов «Кубок Победы». Всего в соревнованиях принимали участие 6 команд из Абхазии, Дагестана, Чечни, Узбекистана, Барнаула и Кемерово. Первое место заняла команда из Узбекистана, второе место у команды Абхазии, третье у Дагестана. Лучшим вратарем турнира признан Исмаил Марцханов из Чечни, защитником Умид Сиржиддинов из Узбекистана, нападающим дагестанский футболист Марат Старчак. Лучшими игроками также признаны Денис Макейкин из Барнаула, Роман Матяшов из Абхазии, Константин Остапенко из Кемерово, Джамиль Шукуров из Узбекистана и Альдибир Расулов из Дагестана. Абхазский теннисист Ален Авицба участвует в 30-м юбилейном международном теннисном турнире ВТБ «Кубок Кремля», который проходит в Ледовом дворце Крылатское с 12 по 20 октября, сообщает Государственный комитет по физической культуре и спорту Абхазии. Ален Авицба встретится с теннисистом Алибеком Качмазовым во вторник, 15 октября. Победитель в этой паре выйдет на корт с Данилом Медведевым, который 13 октября стал победителем турнира серии «Мастерс» в Шанхае. А сейчас о погоде. По сообщению гидрометцентра, в Абхазии ожидается малооблачная погода без осадков. Температура воздуха ночью плюс 10-15, днем плюс 20-25. Температура морской воды плюс 21 градус. И на этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго.